В Северной Осетии есть все для развития и совершенствования образования. О накопленном позитивном опыте и перспективах развития министр просвещения Сергей Кравцов говорил сегодня с североосетинскими коллегами. Визит федерального министра в республику начался с посещения города Ангелов. Делегация возложила цветы к древу скорби и памятнику погибшим бойцам спецназа. С Вячеславом Битаровым обсудили реализацию нацпроекта в образовании и демографии. Как было отмечено, особое внимание уделять сельским школам. В рамках федерального проекта «Современная школа» в 42 образовательных учреждениях появятся точки роста. А самым крупным проектом этого года станет технопарк «Кванториум» в Моздоке. Сергей Кравцов встретился и с руководителями образовательных учреждений и муниципальных управлений. Обсудили перспективы развития образования, ключевые направления. Результатом должны стать повышение качества образования, социальное благополучие учителей. Сергей Кравцов заверил, ведомство будет оказывать руководству республики организационную и методическую помощь. Вначале хотел бы поблагодарить лично Вячеслава Зелимхановича за ту работу в целом, которую глава ведет по развитию образования Республики Северная Осетия-Алания. Мы видим позитивные изменения в республике. Это очень важно. Понятно, что есть определенные вопросы, которые также требуют своего решения. Сегодня мы и до совещания договорились с главой республики, что будет отдельная программа именно по профориентационной работе в Республике Северная Осетия-Алания. Мы учтем тот опыт, который уже позитивно есть в республике, и посмотрим, что можно для усовершенствования этой работы сделать. Мы строим школы, детские сады, их бы не было, у нас нет своих средств, если бы не было желания Министерства просвещения нашей страны. И поэтому мы очень благодарны. Я только что сказал на совещании, хочу повторить, это одно из главных улучшений материально-технической базы. Но без тех людей, позитивных и качественных, которые будут работать в этих школах и детских садах, мы, конечно, ничего не добьемся. Мною дано поручение дополнительно разработать специальную программу такого набора социального пакета для учителей. И в ближайшее время мы его тоже озвучим. Сейчас правительство республики проводят соответствующую работу, изыскивают источники финансирования для того, чтобы такой пакет сформировать. Обсудили и готовность республики к ЕГЭ. Министр поручил организовать процесс с учетом ошибок прошлого года. Для Сергея Кравцова провели экскурсию по планетарию и школе космонавтики. Побывал министр и на строительной площадке в 19-м микрорайоне Владикавказа. В декабре прошлого года началось строительство школы на 1100 мест. Работы практически завершены. Школа станет самой большой в республике. В трехэтажном здании есть 2 спортивных зала, двухуровневый актовый зал на 550 мест и большая столовая. Гости также посмотрели столярные и швейные мастерские и центр цифрового образования IT-Куб, который создан на базе школы. Министр остался доволен технической оснащенностью учреждения. А Вячеслав Битаров отметил, новая школа станет ключевым объектом нового микрорайона.